Добрый вечер. Это ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». Это экспертная площадка, где мы говорим о ситуации с коронавирусом. В студии Светлана Кадырова. Сегодня тема нашей программы «Как переносит ковид люди с хроническими заболеваниями». С удовольствием представляю наших гостей. Тем более у нас впервые гостем сегодня Зульфия Фаритовна Ким, заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы номер 7, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Рада вас видеть. Здравствуйте. Резида Ахметовна Бодрова, заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Здравствуйте. Добрый вечер. И по скайпу с нами из Набережных Челнов Ольга Анатольевна Ионова, заведующая отделением врачей общей практики. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-56-10, код Казани 843. Вы можете позвонить в студию и задать свой вопрос нашим экспертам. Также прямо сейчас в прямом эфире нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте, а также на YouTube. Итак, люди с хроническими заболеваниями – это всегда группа риска. Мы, конечно, знаем сегодня, что ковид поражает абсолютно здоровых людей. Ну, давайте для начала вообще определение дадим, что такое ковид сегодня, чтобы все поняли. То есть достаточно просто, емко и какое влияние он оказывает на организм. Зульфия Фаритовна, наверное, вопрос вам. Да, наверное, вопрос ко мне. COVID-19 – это изначально вирусная инфекция, поэтому все-таки мы говорим о вирусной инфекции, которая, к сожалению, поражает органы и системы. И опасна вот эта вирусная инфекция таким системным поражением организма, которое развивается отсроченно. Трудно прогнозировать, у кого будет развиваться то или иное осложнение, но, к сожалению, мы видим большое количество осложнений. Порядка, наверное, 50% пациентов, кто перенес COVID-19, у них встречаются те или иные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, нервной системы, психоэмоциональной сферы. Конечно, осложнения в виде изменения дыхательной системы, да, но это зависит уже от степени тяжести перенесенного заболевания. Вот если можно было предположить, какой вирус мог вот так же неожиданно влиять на вот подобное осложнение, течение болезни? С каким бы вирусом можно было сравнить ковид, если все, что у нас было, я не знаю, там полиомиелит, оспа? Ну, наверное, грипп в первую очередь, потому что как бы нам не было привычно название этого вируса, в любом случае это вирус достаточно серьезный, достаточно опасный. Опасен тем, что он, во-первых, нейротропный, то есть он поражает центральную нервную систему. И в том случае, если развивается вирусная пневмония, даже на фоне банального, казалось бы, гриппа, в этом случае течение заболеваний достаточно серьезное. Вот если навскидку, наверное, только вот это, да? Но при этом при гриппе у нас не было вот такого страха, тревоги, потому что мы видим все-таки статистику, мы видим тяжелое течение заболевания. Вот почему так получилось? Чем вот в этой ситуации все-таки ковид коварнее, чем грипп? Вы знаете, наверное, сравнивать сложно. Я думаю, что те люди, которые жили в период развития пандемии гриппа, наверняка они были также озабочены прогнозом, течением заболевания, вероятностью заболеть и погибнуть. С учетом того, что тех патогенетически теотропных обоснованных препаратов, да, те, которые помогают выздороветь пациенту, на тот момент, я думаю, не было. Поэтому вот сравнивать этот вопрос, да, почему сейчас мы так обеспокоены и не обеспокоены гриппом, ровно потому, что мы привыкли к гриппу, и грипп живет с нами много лет. И часть отработано. Да, мы, во-первых, прививаемся. У нас есть вакцина против гриппа, и у нас есть препараты противовирусные, которые позволяют пациентам выздороветь. С другой стороны, коронавирусная инфекция, она, конечно, известна большим количеством осложнений и более грозным течением, более труднопредсказуемым, наверное, чем это при гриппе. Плюс еще нужны годы, чтобы осознать и понять вообще, с чем мы столкнулись, и это, тоже разработать дополнительно. И аналитика, в конце концов, появится. Да. У нас есть звонок в студию, подсказывают мне режиссеры. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ильнур, из Казани. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот как защищаться от этого вируса? В общем, вот как? Вполне простой вопрос, понятный. Как защищаться? Зульфия Фаритовна, Резида Ахметовна. Ну, такой же простой, понятный ответ. В первую очередь это вакцинация. И даже вакцинированным пациентам остается очень актуальным вопрос соблюдения правил личной гигиены. Ношение масок остается важным. Избегать контакта с пациентом, кто температурит, у кого есть признаки респираторной вирусной инфекции. И избегать каких-то тесных контактов в скученных помещениях.
Ну и можно было бы еще добавить, чтобы соблюдать режим дня, режим питания, вести здоровый образ жизни и, конечно, соблюдать те правила, которые мы сейчас, в общем-то, соблюдаем, их продолжать соблюдать, особенно в местах общественного пользования. Хорошо, давайте сейчас мы перечислим группы риска и, ну, вот на наш журналистский взгляд, какой информацией мы владеем. Хронические болезни легких, сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, аутоиммунные заболевания, онкология. Вот это все или есть еще что-то в этом списке? Можно, наверное, весь этот список объединить одним термином. Называется хронические неинфекционные заболевания. То есть если у пациента любая хроническая неинфекционная патология из числа того, что вы перечислили, либо то, что вы упустили, то есть любая, не просто диабет, а любая эндокринопатия, да, то есть патология эндокринной системы, либо другие аутоиммунные, ревматические заболевания, заболевания легких, почек и прочее. Любая хроническая неинфекционная патология, мы понимаем, что этот пациент находится в группе риска. То есть это человек, живущий с каким-то заболеванием на протяжении долгих лет, и неважно, какие органы при этом, в общем-то, задействованы. Все верно, да? Вот сейчас я предлагаю посмотреть на статистику. Недавно мы ее получили. Сейчас графику нам выведут на экран. 2020 год и 2021. И вот разница, да, легкое течение болезни у нас снизилось на 6%, среднее выросло на 30%, тяжелое выросло в 2 раза. И вот бессимптомное течение болезни теперь встречается, согласно этой статистике, в 5 раз реже. Что это значит? Что эта болезнь теперь поражает не только тех, кто в группе риска, но и молодых в том числе. Вот о чем говорят эти цифры? Как их можно проанализировать? Вы знаете, во многом, мне кажется, может быть, Резда Ахметовна со мной согласится или нет, во многом, наверное, это характеризует вот поведенческие реакции, поведения нашего общества. Наверное, все-таки сейчас соблюдение личной гигиены, то есть правил, которые очень важны для того, чтобы предупредить контакт и передачу заболеваний, передачу вируса от носителя или от болеющего пациента, сейчас все-таки, наверное, население просто более привыкло и более спокойно относится к ношению масок. Маски носят, да, но не всегда нос закрыт этой маской. Наверняка вы видели пациентов, у которых маска либо под подбородком, либо только закрывает рот. При этом нос остается открытым. Ну, такая видимость. Конечно, да, ну как бы. И я думаю, что во многом с этим связано. Может быть, методов диагностики стало больше, может быть, настороженность стала больше сейчас. Ну вот, мне кажется, только с этим. Ну, я абсолютно согласна. Можно было еще добавить естественную мутацию вируса, потому что мы сами понимаем, что вот за эти 1,5 года, ну, пока, может быть, рано оценивать, да, в какой степени протекает, да, та или иная форма штамма, но мы сами прекрасно понимаем, что мутация есть, и она характеризует данное заболевание тоже очень ярко. Хорошо, мы прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Все, обошли все-таки со штаммом. Да, да.
Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Сегодня говорим о том, как ковид переносят люди с хроническими заболеваниями. И сейчас мы посмотрели статистику о том, как изменилось течение болезни. Да? Хотелось как раз наши гости по скайпу из Набережных Челнов задать вопрос. Ольга Анатольевна, вот вы с чем связываете подобные цифры? Что могло повлиять вот на такое течение? Я думаю, что произошла мутация вируса, в связи с чем уже болеют люди более молодого возраста. То есть это вы связываете с мутировавшим вирусом, да, в конечном итоге, на ваш взгляд? Да. Угу. Хорошо, понятно. Еще одна статистика у нас есть. Значит, режиссер, да, выдайте, пожалуйста. У 15-40% переболевших возникают осложнения со стороны. То есть на первом месте это 50% это болезнь системы кровообращения. Значит, вот вопрос потом прозвучит, да, уже, Зульфия Фаритовна, что это, что вы наблюдаете. Также здесь, если уже посмотреть, органы дыхания болезни, нервная система, органов пищеварения. Но все-таки 50% внушительная цифра вот этих осложнений. Что это, тромбозы? Как влияет ковид? Вы знаете, вот пейзаж этих осложнений, он достаточно широк. То есть, в первую очередь, конечно, тромбозы. В первую очередь, моего повествования, не по частоте встречаемости. Тромбозы. Тромбозы это могут быть периферические вены с развитием тромбоэмболии легочной артерии. Представьте, что пациент на фоне инфекции лежит, обездвижен, у него происходит обезвоживание за счет высокой температуры, учащенного дыхания и повышенное тромбообразование. Ну, так работает вирус, да, мы так предполагаем. В связи с этим вот мы видим большее количество тромбозов периферических вен, мы видим большее количество тромбоэмболий, когда этот тромб из вен нижних конечностей оторвался и циркулирует по организму. Но не более часто, наверное, мы видим миокардиты, когда поражается сама сердечная мышца. Это токсическое воздействие вируса, развивается такое асептическое воспаление в сердечной мышце. И проявляется это либо появлением сердечной недостаточности, хронической сердечной недостаточности, то есть одышка у пациента, периферические отеки, которые появляются у пациента не к концу дня, а уже с утра, да? Либо задержка жидкости в полостях. Очень часто мы видим перикардиты, задержка перикардиальной, накопление жидкости в перикардиальной полости, плевриты, то есть накопление жидкости в грудной клетке. Либо миокардит может проявляться нарушением ритма, нарушением проводимости как сердца, когда у пациента появляется головокружение в связи с редкими сердечными сокращениями, либо, наоборот, ощущение неритмичного сердцебиения. Вот это вторая большая группа тех осложнений, которые мы сейчас видим достаточно часто. Банальное заболевание, артериальная гипертония, может дебютировать при коронавирусной инфекции, может сформироваться на фоне ковида, причем даже у молодых пациентов и даже у тех, у кого никаких предпосылок для гипертонии не было. Здесь сложно говорить о том, что какие-то структурные изменения в организме происходят. Возможно, вносят вклад еще и психоэмоциональной сферы и поражение центральной нервной системы, в частности, дисбаланс вегетативного отдела нервной системы. Поэтому таких пациентов мы нередко совместно с психологами, с неврологами лечим. Часто видим инфаркты, часто видим нарушение мозгового кровотока у пациентов, у которых уже есть хронический атеросклероз, и он вот дестабилизируется на фоне вирусной инфекции. Имеющиеся бляшки атеросклеротические перестают быть стабильными, либо на фоне вот этого тромбоза, о котором мы говорили, даже в отсутствии бляшек формируются новые тромбы в интактных ранее сосудах. То есть вот перечень достаточно широк, и пациентов таких очень много. Все-таки вы же наблюдаете, через какой период это происходит после выписки из больницы, после полного курса лечения и выздоровления, казалось бы? Вы знаете, статистика мировая такова, что, как правило, эти заболевания, эти осложнения, они дебютируют в течение первых 3 месяцев после перенесенного ковида. Но крайне редко это будет отсроченное осложнение. Либо это дебют непосредственно в период течения заболеваний, либо ранние сроки после перенесенного заболевания. А как вы считаете, я понимаю, что сейчас статистику сложно вести, аналитики, наверное, еще нет, но вот пока из вашей практики приобретают хронические болезни сердца, вот вы сейчас говорили, у молодых появляются проблемы с давлением, насколько хроническими болезни сердца становятся после ковида? И люди становятся хрониками после? Если мы говорим о артериальной гипертонии, которая формируется при дисбалансе вегетативного отдела нервной системы, вряд ли будет хронизация процесса. Но если мы говорим с вами, например, о миокардите и развитии хронической сердечной недостаточности, здесь возможно
развитие этого заболевания таким образом, что хроническая сердечная недостаточность останется с пациентом на долгие-долгие годы. Такое тоже может быть. Сейчас вопрос Резиде Ахметовне. Вот как реабилитологу, болезнь органов дыхания, нервной системы, да, на 3-м и 4-м месте у нас. Они возникают только у тех, кто был к этому предрасположен, либо все-таки, потому что люди же говорят, что никогда не испытывали таких проблем в жизни. Дело вот все-таки в хронических действительно болезнях, вот в этой структуре, или приобретение подобных болячек уже после? Вы знаете, вот эта статистика, она также показывает, что каждый организм, он индивидуален. Поэтому могли быть среди них те пациенты, у которых были эти заболевания, но не диагностированы, знали, да? То есть это было бессимптомное течение, был небольшой подъем артериального давления, но пациент на это просто не обращал внимания. То есть большинство среди как раз в возрастной группе от 30 до 45 или 50 лет, как раз это основная группа, которые недообследованы были в свое время. Поэтому, конечно, имеет место быть и первый вариант, то, что была до данной инфекции какая-то проблема в виде хронических неинфекционных заболеваний, либо же это бы стало дебютом, и пациент вовремя не обратился за помощью, не прошел обследование, не прошел диспансеризацию, не прошел минимальный курс реабилитации, что привело к хронизации того или иного заболевания. Но чаще ковид именно вызывает вот, прогрессирование, скрытое заболевание, да, которое, в общем-то, все это время человек не замечал. Ольга Анатольевна, с какими осложнениями сталкиваетесь вы? Какие наиболее чаще? Чаще всего это снижение памяти пациента отмечают. Даже несмотря на то, что прошло несколько месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции, вот именно снижение памяти, оно сохраняется. Также мои пациенты отмечают это изменение вкуса или снижение обоняния, которое может сохраняться также до 7, у некоторых до 3 месяцев, у кого-то даже до года. Мы начали проводить углубленную всеобщую диспансеризацию для пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. И вот именно эти жалобы, которые я вам перечислила, они чаще всего встречаются. Помимо всего, именно при углубленной всеобщей диспансеризации человек может проверить свое состояние по поводу тромбообразования. То есть это такой анализ дают на дедимеры, называется, спирографию, это проверить функцию легких, и еще ряд биохимических исследований. И уже по результатам мы отправляем к соответствующим специалистам. То есть мы еще, наверное, если успеем об углубленной диспансеризации мы проговорим. Есть еще одно такое утверждение. Вот утверждают умирают пожилые с хроническими болячками. Я здоров, мне не страшен серый волк. Вот как вы бы ответили на подобные заявления? Мы, наверное, не согласимся. Мы, наверное, с этим не согласимся. Очевидно, пациент пожилого возраста, у которого есть сопутствующие хронические заболевания, мы ожидаем, что течение коронавирусной инфекции может быть более тяжелым, чем у молодых пациентов. Вместе с тем мы видим достаточное количество пациентов и молодого возраста, которые переносят нелегко, скажем, да, не бессимптомно эту инфекцию. Возможно, связано с тем, что в течение своей жизни возрастные пациенты уже сталкивались с различными менее патогенными штаммами коронавируса, да, вполне возможно. Но ни в коем случае вот обманывать себя таким посылом, да, о том, что я молодой, я легко перенесу, этого не стоит делать. Хорошо, сейчас мы перейдем к вакцинации. Тема, которая всегда сейчас в топе, наверное, обсуждаемых. Часто встречаем все-таки мы в госпиталях пожилых, и не только пациентов, которые боялись привиться, не успели привиться, сомневались, привиться или не привиться, потому что имеют болезни, которые им кажутся противопоказаниями. Например, сахарный диабет или те же проблемы с сердцем. Это все-таки противопоказания или показания к вакцинации? Вот давайте ответим на этот вопрос, он самый частый. Мы говорим сейчас с вами о вакцинации в период пандемии, поэтому круг противопоказаний очень небольшой. В первую очередь это обострение имеющегося хронического заболевания, это острое какое-то заболевание, либо это перенесенные хирургические вмешательства. И это не является абсолютным противопоказанием надолго. Если у пациента обострение, либо острый процесс, либо оперативное вмешательство,
обычно ограничиваем, ну, то есть не разрешаем прививаться в течение месяца после вот случившегося события. Дальше состояние пациента оценивает, конечно, тот терапевт, который курирует пациента, или профильный там узкий специалист, который занимается пациентом, и дает разрешение на вакцинацию. То есть мы всегда взвешиваем все за и против, но каких-то абсолютных противопоказаний нет. То же самое относится к онкологическим заболеваниям. Да. Там тоже в случае, если не было в ближайшее время не было химиотерапии, не было оперативного вмешательства, большинству пациентов прививаться нужно. То есть данные противопоказания являются относительными. Не абсолютно, это временно. Этого периода. Да. Только, да, это Этого временно, это самочувствия. месяц. Режиссер подсказывает, у нас еще один звонок. Добрый вечер, здравствуйте, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Так, у нас... Нет, сбой, да, у нас произошел? Я правильно понимаю? Вопрос был тоже по вакцинации, все верно? Вот при каких хронических заболеваниях никогда нельзя вакцинироваться? Вопрос звучал так. Есть такое? Если только обострение хронического заболевания, коротко, в течение месяца прививаться нельзя. Какое хроническое? Никакого. Ну, это также Такого они нет. будут относительными. Это аутоиммунные заболевания, которые имеют быстро прогрессирующее течение. Но опять же, они являются также относительными. То есть как только стабилизируется течение заболевания, естественно, будет разрешена вакцинация. Хорошо. Сейчас мы как раз уже затронули тему диспансеризации. Вот насколько это была необходимая мера, насколько она сейчас нужна, чтобы мы избежали как раз тех самых осложнений, последствий, особенно для людей с хроническими заболеваниями. То есть что подразумевает эта диспансеризация, как ее пройти, куда обращаться, что делать? Я, с вашего позволения, небольшую ремарку по поводу вот той части о диспансеризации, которую уже озвучили. Действительно, это углубленное обследование пациента, перенесшего коронавирусную инфекцию. Действительно, набор лабораторных инструментальных методик, которыми будут обследовать состояние здоровья пациента, достаточно широк, но он не для всех, а он зависит, тот набор лабораторных инструментальных методов, он зависит от того, какова была степень тяжести перенесенного заболевания. То есть, если у пациента было легкое течение, то наверняка дедимер и спирометрию проводить не будут, а для пациентов средне-тяжелого здесь будет и оценка состояния сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, тромбообразования и прочее. Когда лучше приходить на диспансеризацию, Резеда Ахметовна? Ну, я думаю, у нас, в общем-то, тот процесс, который ведется сейчас со стороны всех ЛПУ, участвующих в этом, соответственно, диспансерном наблюдении, рекомендует, по крайней мере, в первые 6 месяцев после перенесенного коронавирусной инфекции. Опять же, если у пациента присутствуют жалобы в то время, когда уже прошел этот период, конечно, надо обращаться для того, чтобы минимизировать те осложнения, которые могут привести к каким-то вообще неблагоприятным исходам. Если диагноз не подтвержден ковид, но есть пневмония, вирусная пневмония, то есть такое у нас тоже бывает, имеют ли они право на прохождение этого диспансерного учета, и потом диспансерного обследования, а потом реабилитация? Ну, я думаю, в любом случае пациенты, которые имеют то или иное заболевание, они должны обратиться к участковому терапевту. И участковый терапевт уже принимает решение о том, на какие обследования необходимо направить пациента, независимо от того, имеется программа это или не имеется. То есть всегда мы рекомендуем обращаться к участковому терапевту. И степень исследований, объем обследований, направление на реабилитацию или на какие-то другие программы, конечно, определяет участковый врач. Хорошо. Ольга Анатольевна, скажите, пожалуйста, насколько большое количество желающих пройти эту углубленную диспансеризацию? Ну, эти люди обращаются к нам активно, и мы им даем направление на обследование. Вот идет с каждым днем рост тех, кто хочет воспользоваться, Да. контролировать свое здоровье? Да. Рост идет. То есть это появилось относительно недавно. Мы стали приглашать пациентов. Ну и здесь уже сработало сарафанное радио. Мы так предполагаем, что люди общаются друг с другом, говорят, что сейчас в поликлиниках вот можно пройти эти обследования после перенесенной коронавирусной инфекции, и люди приходят. Хорошо, это уже замечательно, когда человек начинает нести ответственность за свое здоровье, да, и обращается вовремя. У нас звонок очередной. Добрый вечер. Добрый вечер. Спрашивайте, пожалуйста. Я хотела бы узнать, вот у меня хроническое заболевание несколько, вот сейчас идет прямой эфир, и там говорят, что момент обострения там месяц.
У меня, значит, обострения такого нет, но у меня и диабет, и АИД, и хронический лимфоцитоз. Вот как в данном случае поступить с этой вакцинацией? Я правильно расслышала? Второй был после диабета ковид? Ковид. Ковид? После перенесенного ковида в течение 6 месяцев речи о вакцинации нет. Мы говорим о вакцинации в том случае, если пациент перенес ковид или не переносил его, но если перенес, то это было ранее, чем 6 месяцев назад. Если эпизод был не так давно, свежий достаточно, то пока никакой вакцинации. Хорошо, спасибо. Буквально подведем итоги. Итак, людям с хроническими заболеваниями какие-то особые меры предосторожности, либо главный совет, как себя защитить и уберечь? Вакцинироваться. Вакцинироваться, носить маски, как людям с хроническими заболеваниями, так и людям, не имеющим хронических Перед заболеваний. вирусом мы все равны, да, Ирина Да. Ахметовна, вы? Соблюдать тоже рекомендуемый врачом режим приема медикаментозной терапии, правила физической активности и те правила золотые – это режим дня, режим питания и образ жизни. Хорошо, Ольга Анатольевна, ваш совет? Как хроникам, Бросить так и не вредные хроникам. привычки. Еще раз. Бросить вредные привычки. Еще и Я бросить думаю, вредные правильно привычки. То есть вируса. все-таки ковид к чему, но, наверное, к здоровому образу жизни нас все-таки сподвигнет, мне кажется, в большей степени, потому что менталитет все-таки меняется, мировоззрение в этой ситуации тоже. Я благодарю всех наших экспертов. Это было ток-шоу «Точка опоры» на телеканале «Татарстан». Завтра в 16:30 из-за хоккейного матча мы встречаемся с вами и будем говорить уже о ходе вакцинации, тем более, что вот новости уже есть. Спасибо еще раз всем и телезрителям в том числе. До свидания.